4 октября, 8 утра. Заехал в лес, ребята, на новой технике. Обкатываю, катаюсь, наслаждаюсь, потому что реально получаю удовольствие. И сейчас у меня просто разведка по окрестности. Путики смотрю, как можно куда заехать. В общем, просто катаюсь, наслаждаюсь. Сегодня очередная покатушка. Заехал вообще в другое место. Я здесь ни разу не ходил. Просто хочу прогуляться, посмотреть грибы и вообще, что тут происходит. Ну, вот так как-то, ребят, планово. Пешком, да, можно было здесь гулять, но это далеко. На ноги убивать как бы неинтересно. А вот с мотоциклом другое дело. Не хватает еще, ребят, одностволочки какой-нибудь 20-й, чтобы добывать еще 2-3 рябчика, потому что рябчиков много встречаются по дороге. В общем, прогуляюсь, ребят. Ну и в целом, как бы, несмотря на такой уже месяц, а на севере это должно быть уже так прям хорошо поморозить, уже должен быть первый снег. Он уже, кстати, был, и были морозы. Но грибы растут, ребят, и боровики радуют, как ни странно. В Оконцове сегодня прогулка, ребят. Опять же, посмотрю новые места, покатаюсь, пособираю грибы. Вот такой план. Так что предлагаю со мной. Сейчас буду заходить, смотреть. Много для себя чего интересного, кстати, подузнал, пока катаюсь. Так что, ну, вообще, для меня лично это на пользу. Не знаю, как для вас, конечно. Но я тут для себя немножко открываю. Смотрю места. Очень когда-то я здесь проходил. Здесь даже тропинка должна быть. Вот она. По сути, можно было ехать по ней, ну, по ней прямо на мотоцикле. Только вот эта тропинка куда-то исчезает потом. Я вот так и не знаю. Ну, на мотоцикле это понятно, что я пролечу, не замечу. А вот грибочек, ребята, можно поднайти. Так что решил оставить в самом начале и прогуляюсь. В общем, ребята, пока буду заходить, предлагаю посмотреть. Многие спрашивали, где Леха, что с ним, как он. Как жив-здоров, давно уже к нему не ездил, не навещал. Вот совсем на днях, ребят, на этой же технике отвозил гуманитарку. Много чего полезного для Лехи. Андрюха с Питера закинул денежку там чуть-чуть. Я своих добавил, в общем. Так, подогрел парня. В общем, все нормально у него. Собирает клюкву. Ну, продает. Рыбалки нету, говорит, воды нету, Андрюха. Вот как-то так. Я смотрю, здесь тоже кто-то гулял. Так что есть и здесь грибочки. Ну, в целом, ребят, вчера вот на днях катался, отвозил, немножко пообщался. Вот предлагаю посмотреть. Я понимаю, что много новых подписчиков на канале, а многие не поймут, кто такой Леха. Это мой друг. Друг по рыбалке. Он намного меня старше, но это не мешает общаться с людьми и рыбачить. Да, и немножко помог человеку, так как у него не совсем такие хорошие обстоятельства с финансами. В общем, ребят, я захожу, а вы посмотрите.
Ну все, друзья, на реке так спокойно, тишина. Ну, перескочил понтонный мост, и все как бы у нас вот этот мост соединяет как раз вот, грубо говоря, мою деревню, вот, где живет Леха. Ну, здесь хотя бы что-то как-то еще есть, какая-то жизнь, магазины там, школа и так далее. А вот куда сейчас я поеду, там уже печаль да беда. Смотрю, вода так и не поднимается. Вообще, октябрь месяц. Вот эти пляжи, как летом были, так до сих пор они и есть, блин. Ё-моё, блин. Жесть. Что творится, и хрен знает. Такое жаркое лето было, что походу вся вот эта вода, которая выпадает, осадки, она просто уходит куда-то в землю. Все, ребята, что, готов. Самокат мой готов. Лишь бы тут ничего не прыгало. Потихоньку поеду. Все, вперед, удачи. Дорогу снимать не буду, ребята, так как, смотрите, там туча. Ну, ехать недалеко, потихоньку пойду. Ну вот, ребята, добрался я до Алексея Батьковича. Вот эта улица, вот этот дом. Что-то не вижу света. А где света? Так. Леха горбуль привез. Молодец. На зиму дрова. Замок. Сейчас будем звонить. Успел, ребята, дождь как раз пошел, моросить начал. Лехи что-то не видать. В общем, ребят, Лехе позвонил. Тут есть связь такая, типа, небольшая. Ну как, ловит, что, от поселка недалеко, плюс сейчас вот вышки хорошо поставили, а так, грубо говоря, там взять 5 лет назад, то ни хрена связи-то толком не было. Смотрю, стелу новую вот вкопали. В общем, село, ребята, основано в 1384 году. Очень старое, древнее село. Вот этих поселков рядышком деревень не было. Это вот основная, как губерния была, получается. Вот. Протяженностью, вот, я имею в виду по Сысоли, которая стояла. Вот. А тут вот этого, моей деревни, там, остальных нету. Не было еще. Ну, старенькое такое, да. Короче, через минут 10, говорит, спущусь, идет. Село очень длинное. И буквально там вот 1 километр. Точнее, 1 магазин, и надо далеко идти. Не знаю, сколько до магазина. Километра 4, наверное. Плюс также с самого конца люди ходят. Ну, короче, знаю, сколько километров. Километров, наверное, 6-7 вот, село протяженностью. Да я ведро положил, чтобы привезти, да. Короче. На, курить взял тебе. Брать. Не знаю. Не разбил. О, спасибо. Вон рыжему, слышишь, Лех? Опять рыжему. Ну я же не забыл за него. Рыжему, бля, я сам как рыжий. Да он, блядь, опять. А он что-то покуда. На, короче, гуманитарку принимай. А потом... Гуманитарочку принимай. Нет, ты я купил. Да я вон взял тоже хлеб. Бумагу тут взял тебе, все, короче, взял. Что не надо мне? Да я бы Держи. не пил. Зачем? Держи, и это от меня, держи. Зачем? Ой. Сейчас фофан поставлю тебе. Зачем? Зачем? Ну это же нужные вещи, Леха, ты же сам знаешь. Не надо. Убирай давай, все, нормально. Вон Леха Бармалей, а? Бармалей ты, Бармалей. Рыжий, пошли. Я за тебя не забыл, друг мой. Ты что думаешь? Хозяин сказал тебя домой не звать. Гуляй, мышей лови. На, кушай. Купила тебе тоже вкусняшек. Ну подожди, зверь. Он голодный. Ты что, хозяин не кормит рыбой? А? Ну. Голодный, блин. Кушай. Че ты? Как собака накинулся. Рыбы нету, да? Речка мелкая стала, рыбы нету. Рябчик и петли не попадается, что? Сегодня буду здесь отдыхать, Леха сказал. Андрюха носит твои вещи, ничего, нормально все. Вот.
А вот она, ребята, ягодка, за которой мы завтра поедем. Клюква. Клюква болотная. Красота. Лех, только немножко протопи, слышишь? Не, Я жару не люблю. блядь, холодно, Люка. Ну здесь чуть-чуть воздух поменять и холодно, все. все холодно. Я прибрал, там, что там, В общем, ребят, что, Леху встретил, все нормально, как бы. Ну, перевез гуманитарку, там Андрюха с Питера 1000 рублей отправил, тоже, говорит, Лехе, говорит, поедешь, возьми что-нибудь продуктов. Ну, в общем, затарил. Так, ну, он говорит, зачем, Андрюха, ну, он такой, ну, как бы, ему неприятно, что ли, как будто бы. А я-то сам знаю, что вот сейчас на Клюкве живет, продает. Ну, рыбаки погнали, охотники. Так что нормально. Немножко под шофе пришел в гостях, говорит, был. Помогал, говорит, колымить и немножко, говорит, выпил. Так что не обессудьте, ребят. Ну, короче, такая позиция, я сразу сказал, это может кому-то не понравится, но деревенские моменты, ребята. Я этого не стесняюсь, потому что это наша жизнь. Здесь ничего такого странного нету, и может кому-то покажется, что это какая-то дичь. Там все это связано. Это, ребят, у нас такое не редкость, и это нормально. Это просто жизнь в глубинке. Вот дошел до очередного путика, ребята. Вот смотрите, просто завалило. Вообще. Не знаю, никто не ездит в этом квартале, получается. И тут дорожка-то есть, скажем. Но тут пропил надо делать жесткий. Это, блин, вообще это надо столько времени уделить, чтобы пропилиться. Пробить этот путик на раз, на два выезда, допустим, и все. Потому что, ну, здесь мне неинтересные места по рыбалке. А дорогу пилить и мучиться целый день умевать, ну, нет желания. Так как, ну, это просто невыгодно. Уже выхожу, друзья, стоят 3 таких. Ну, один вроде нормальный, вот. 2-то переростка. А вот этого можно посмотреть. Ну, такой какой-то тоже. Ну, какой, ребята. Сейчас посмотрим. Ходил там по кущам, блин, только весь сырой стал. Зря сходил. Ну, шляпку заберем. Шляпка нормальная. Под корень почему-то. Еще один переросток в углу. Но рядом маленьких не оказалось, не стоит. Одиночка стоял. В общем, вот тут немножко выросли, но уже поздно. Поздно уже. Грибы уже большие. Вот еще один, ребят, стоит. Смотрите. А нет, вот еще рядышком малыш. Это наш пациент. А это что? Сейчас проверим, не знаю. Твердый вроде. Два сантиметра с-под корня. А тут что у нас? Кабан. Тоже поеденный. Шляпка нормальная. Возьмем твердая. Пока возьмем. Если найдем, выгрузим ее. Ничего страшного. Таскать тоже с собой вес. Вкуснотишка. В самом углу, ребят, зашел. И вот смотрю, стоит боровичок. И какой хороший, толстоногий. Ох, вот это там нога у него, ребят. Смотрите, какой монстрил, блин. Чистый макарек.
Баланов столько. Ладно, вот до сюда поднялся, и то нормально. Баланы везде. Жик-жик-жик. Ну смотрите, какой склон, ребята. Нормально, прет, похрену. Похрену мороз. Отлично. Уклончик, ребят, на камеру непонятно, конечно, но слушайте, залетел бы спокойно. Даже местами где-то там шлифовал на бревнах. Слушайте, аппаратная вещь. Ну что, прогуляюсь здесь еще. Небольшой участок. Что уже делать? Это последние, ребят, грибы. 100% все. Завязываем с тихой охотой. Пора честь знать. Вот тут под горочкой, ребята. 2 штучки встретила меня. Не зря залетел. Вон мотоцикл. 2 штучки. О, какие. Ох ты. Корень почему-то съеден, а дальше нормально. Ну так, да. Непонятно что-то. Ну-ка, это тоже проверим. Вот это чистый. Это чистый. Под горкой, да, здесь бывает, они стоят. Средств, ребята, старая дорога. Кстати, вот я ее хотел по ней еще попробовать проехать. И стоит бродяга. Бродяга ждет меня. Ну, вот такие лазейки только, ребята, и остались. Что с ногой у него какая-то проблема, что ли? Мягкая. Вообще, вы съели полностью. Шляпка нормальная. Короче, последнее, ребята. Ну, жареху-то сегодня сделаем. Жареху-то сегодня сделаем. Вот сейчас понимаю, что вот Красноголовики, вот были морозы, да, ребят, неделю. Красноголовики не вывезли. Сыроежки эти все остальные они не вывезли. Ездил там Рыжиков смотреть, никто ничего не вывез. Ну, я имею в виду заморозков. Остались там какие-то путники. Иванчики вот эти, или как там их называют. И вот боровики. От боровикам они вытерпали. Значит, структура гриба какая-то у них совсем другая. Что на мороз такой у них иммунитет. И вроде, ребята, вижу. Вроде вижу. Вроде наткнулся. Так точно. Ой, какой хороший еще, ребята. О, кто-то его покушал. Сверху так. Ну, нормально, что. Да. Будем завязывать с тихой охотой. Блин, и ножки поедены, блин, под корень. Считай, пол ноги, грубо говоря, вырезаешь. Остальное чистое. Ну, как-то так. Как-то оно так. Что, еще один стоит. Ох ты, ребята. 2 штуки, что ли, да? А что там ноги так? Ёк-макарёк. Ребят, смотрите. Опа. О, какие братья. Тут кто-то, смотрю, резал. Блин, под корень съеден. Нафиг. Хоть и в мху, а толку нету. Обычно в мху-то постоянно чистые.
Да, здесь когда-то что-то было, какие-то, вон, смотрите, какие корни здоровые. И остатки эха, так сказать, остались. А, это, ребята, не срез. Ё-моё, это грибы, блин. Тут палка. Они вот так выросли. Жесть. Ой-ой-ой. Что это, ребята? Кто мне скажет, что это такое? Какие они уродцы. Будем делать операцию. Ну да. Вот такого не будем брать. Ладно. Не повезло парням. А я думал, срез такой. Кто-то думал. Они, кажется, так выросли. Вот в этом пятачке, блин. Маховичок. Дружок. Чистенький. Заберем. Ну, на жареху-то относительно я нашел. Вот уже такие они темные, ребят. Потемнели от морозиков. Что, за ручей сгоняем, наверное. Еще попробуем ручей пройти. Возможно, до речки доеду. Там по дороге тоже встречаются белые. Заодно еще и посмотрим грибы и посмотрим, пройду я вообще, нет. Ручей. После дождей, смотрю, воды очень много поднялось в ручьях. Так бы на реке поднялось, блин. Ладно, погнали. Удобно, ребята, сразу двумя торможу. И нормально. Че, где лучше проехать-то? Красота.
Всем привет, ребята! Это совсем другой день. Смотрите, светит солнышко. Погода налаживается. Впереди 3 дня будет вот так солнечно. Но будет морозно. Всего лишь 5 градусов днем и минус 2 ночью. Были планы у меня по налиму выскочить. Но сейчас тяжело, ребят, с рыбалки. Живу на 2 фронта. Надо ездить в деревню, так как мама у меня уехала по делам на 20 дней. И немножко сейчас завязан, так скажем. Ну, все равно надо топить печки. Печное отопление, сами знаете, что дом, ну, надо топить, он сыреет, получается влажность, надо все равно ухаживать. Ну и по хозяйству быть как бы на связи. Но сегодня уже дело к вечеру, выскочил я в лес, неспроста, попросили мужики мне помочь, кое-что для охоты отвезти. Приехал на мотовездеходе, дорогу не показывал, ребят, в общем, заскочил тут в борик и нашел тут 2 белых. До сих пор радует, 10 октября. Приятно, что грибы до сих пор есть. В Оконцове, ребята, в планах хорошая экспедиция. А в другой район, прям по Джигу, приезжает ко мне Серега, и съездим на пару дней, попробуем поджиговать в хороших таких точках. Никакого понимания нет, чисто так предположение, но я знаю, что там есть трофейная щука, трофейная рыба, и так возможно, что может даже по трофею ударим. Посмотрим, погода благоухает, пару дней выбил, поедем. А так, ребят, ненавязчиво проезжал сейчас, приехал в деревню, смотрю, пришла посылка, давно ждал ее, у нас с почтой беда. То работает, то не работает, я так понимаю, что просто сотрудник почты болеет и почта закрыта. Посылка пришла уже давно, но забрал только сейчас, выхватил, и то там получилось так, что просто ее открыли, я так понимаю. В общем, не суть, ребята. Наконец-то пришел долгожданный нож. Очередной нож от компании Русберг. Знаете, что топлю за эту тему. Ножи я очень люблю, и вот уже 3-й и 4-й нож, ребят, от компании вообще мне устраивает. Именно вот этот первый нож, Енисей, я как бы начал с этого ножа, просто чисто взял для себя на пробу. У меня были и финки, НКВД, и якуты различные, ну, да, красиво, ну, какой-то нож, скажи, под себя. Вот этот Енисей лично мне устраивает в плане того, что он универсальный. Он такой боевой бродяга, резиновая рукоять, нержавейка, самое главное. И вот по грибочке, как бы я его беру под всякие такие нужды. По налиму где-то стругануть. Ну а сейчас, ребят, заехал на почту, вот именно прямо вот так, в таком прикиде заскочил, забрал. Естественно, там я немножко его распаковал. Так, посмотрел. Ну вот, смотрите, ребят, с корабля на бал хочу показать вам очередную новиночку для себя. От компании Русберг. Смотрите, ребят, вот такой нож, это филейник. Конкретно филейник. Вот именно вот этот нож, да, можно филе распустить, можно. Но может быть чуть-чуть не будет получаться. Филейник для чего? Он сам длинный, тонкий, без проблем делает рыбу на филе, да, допустим. Этот нож, да, можно и попробовать, конечно, распустить на филе, но не так качественно будет получаться, допустим. А здесь, ребята, вот именно филейник. Скажете, Андрюха, для чего тебе филейник? Трофейную рыбу не ловишь. Ну, коллекция, ребята, самое главное. И тут еще один есть плюсик. Именно в этом ноже ребята сделали такой приятный подарок. В общем, ребят, не знаю, стандартные ножны. Телячья. Вот у них такие веревочки. Вот здесь тоже, кстати, вот такая веревочка. Нравится мне вот эта кнопка ихняя. И вот, ребят, смотрите, как он выглядит. Самое, что приятное, вот именно здесь находится. В общем, кована, ребят, 95Х18 от компании Русберг. Вот такой клиночек, очень острый. Очень острый. Здесь я смотрю, уже немножко есть изменения. Допустим, вот здесь независимая подвеска, а здесь, смотрю, уже стоит жестко. Ну, понятное дело, что филейник я не буду таскать на поясе, потому что это филейник, это конкретно нож для разделки рыбы или чего-то еще, допустим, какое-то там мясо, да. Ну, ребят, смотрите, красота. Самое, что крутое у мужиков получилось, и они сейчас это делают как бонусом, возможно, кому-то в подарок, ребята. Смотрите, есть гравировочка Андрею Новикову
от мастеров Рузбер. Видно, да? Красота. Очень острый, ребята, вообще шикарный. В общем, сами знаете, что очень люблю ножи и люблю хорошие ножи вот именно в последнее время. Потому что когда держишь реально аппарат какой-то, неважно, самоделку, местные сами делают, я не скажу, что плохие ножи. Ну, приятно, когда есть толк, есть понимание. Очень люблю. И вот хотел вам показать, ребят, что сейчас есть возможность сделать гравировочку, если, допустим, какому-то другу или там не знаю, там, ну, сами понимаете, у каждого охотника рыбака есть друзья, допустим, да, и у кого-то есть день рождения, там, какой-то праздник, и в подарок это будет очень приятно. По гравировке не знаю, ребят, ну, промокод до сих пор действует, несмотря на всякие изменения сейчас у нас там всякими санкциями. Промокод действует, 10%, промокод Дрюня, ребят, крутые вещи. Да, филеник, нож не востребован будет в моей, допустим, системе, там, в моей рыбалке. Ну, щуки, наггинсы и щуки никто не отменял в оконцове. Положу себе, ребят, в копилочку очередной нож. Ладно, у меня времени очень мало, ребят. Просто показал вам. Потому что ножи реально хорошие. Самое главное, что они не ржавейка. Это для рыбака прям плюс. Большой плюс. Потому что под дождь попадаешь, прошел по росе, там что-то еще. А здесь я знаю, что с ножом ничего не будет. Естественно, надо его протереть, конечно же. Но факт в том, что нож будет чистый, не ржавый. Это, конечно, классно. В общем, ребята, экспедиция на носу. Сегодня жду я людей. К вечеру сборы и вперед, пока погода дает. Да, не по налиму, ребят, но посмотрим. Будем ночевать там, возможно, тоже встану донками. Посмотрим, как погода, как настроение вообще, как мы там, где будем ночевать вообще. Это все будет только известно Богу, как скажем. В общем, ребят, все тогда, что, полетел я. Полчасика пройду, сейчас еще грибочков посмотрю. На жареху так соберу чисто. 2 штуки уже нашел, чистые, крепкие. Так что кофе уже остыло. Все, ребят, на связи.